Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на 28 ноября 2020 года. Это суббота. Посмотрим, какой день нас ждет. Выпадает у нас восьмерка мечей. Что будет помогать? Старший аркан влюбленные. Что будет мешать? Двойка мечей. Восьмерка мечей – карта стесненных каких-то обстоятельств, каких-то обязательств, которые мы на себя взяли когда-то давно. Или, может быть, мы считаем, что можем что-то делать лучше, чем другие, и поэтому вот взваливаем на себя непомерное количество обязанностей. Также вот по этой карте очень часто идут ситуации, связанные с желанием от чего-то избавиться, да, допустим, захочется поменять работу, захочется, может быть, новый источник дохода какой-то добавить, потому что устали от того, что не хватает денег постоянно. Или захочется куда-то поехать, или, может быть, даже переехать. В общем, ситуации, когда захочется освободиться от чего-то. Если вы в браке, вдруг может прийти мысль, а не зря ли я с этим человеком живу, может быть, мне развестись, уйти, уехать и так далее. То есть вот такое желание все бросить и вот начать все заново, да. Или такая будет, может быть, ситуация, когда что-то начнет происходить, вот что вас начнет освобождать, а вы наоборот, может быть, будете цепляться за то старое, что уже есть. То есть либо вы сами хотите освободиться, либо жизнь вас освобождает. И вот, конечно, это состояние не очень легкое, не очень приятное. И особенно для субботы это тяжело, потому что обычно в субботу все выходные, ну, почти все у нас отдыхают, да, и семья собирается вместе. И вот это желание свободы, желание, чтобы что-то в жизни поменялось, это может повлиять на отношения, может создавать конфликты. Или вы просто можете чувствовать себя как-то некомфортно вместе с другими людьми. Хочется быть в одиночестве, хочется, может быть, куда-то поехать одному, да, что-то сделать для себя лично, не для других людей. И вот такая вот трудная может быть ситуация в течение дня. Кроме того, здесь еще может быть ситуация для большого количества людей. Да? Ну, допустим, выходной, и вы хотите пойти куда-то отдохнуть. Может быть, это какой-то концерт или это праздник какой-то, где собираются люди. Но знаете, это не то, что ваши родственники, это может быть друзья, это какие-то, может быть, встречи по интересам, да, вот когда вокруг вас много людей. Вот это может вас как-то разгрузить, порадовать. И вообще любые обучающие какие-то программы, семинары, вот любые программы по обучению, работа через интернет, обучение через интернет, вот это сегодня то, что вам нужно. Это будет радовать, это будет расслаблять и убережет от каких-то конфликтов с близким окружением. Можно сегодня сдать экзамены хорошо. Допустим, вы боялись, переживали, а все пройдет благополучно. А сегодня можно приобретать какие-то вещи, которые очень хотелось вам приобрести. Может быть, будут какие-то сомнения, надо, не надо, но вот лучше все-таки свое желание здесь осуществить, потому что потом будете постоянно жалеть о том, что вот не приобрели, не купили, да, как-то себя обошли. Что будет помогать? Карта влюбленные. Вовремя сделать правильный выбор, вовремя понять, что вы как-то можете в конфликт ввязаться, да, между со своим партнером, допустим, или с близкими людьми. Вот ситуация, когда можно даже обращаться к высшим силам за помощью для того, чтобы дали вам успокоение или дали возможность принять мудрое решение или направили куда-то в нужное русло, да, вот ваши мысли, ваши действия и так далее. То есть вот здесь, конечно, карта какого-то выбора, если вы его откладываете, ну, допустим, назрела ситуация, нужно вам от чего-то освободиться, а вы все время откладываете и страдаете, в состоянии жертвы находитесь. А здесь рекомендация все-таки принять решение, что для вас лучше. И здесь в этом вас поддерживает судьба. А если же, кстати, вот для новой встречи тоже очень хорошая карта, если вы, допустим, привыкли быть в одиночестве,
то как раз для вас этот период может закончиться, и вы можете встретить своего человека тоже. Вот ситуация складывается благоприятным образом. А для вас, может быть, новый путь какой-то откроется, новая работа, какая-то идея, новый источник дохода, может быть, дополнительный даже к тому, что уже имеется. На все на это нужно говорить «да», соглашаться, идти в эту сторону. А сомнения как раз вот они будут мешать, затягивание процесса, сомнения. Когда вы будете вступать в какие-то ссоры и конфликты с другими людьми, или даже, может быть, внутри себя будете спорить с какими-то двумя точками зрения, которые у вас есть, никак не можете решить, какой выбор сделать. Давайте посмотрим, что ждет в отношениях. Для тех, кто без пары, кто в поиске партнера, девятка жезлов, здесь от вас нужна инициатива, вам нужно все-таки сделать какой-то выбор. Может быть, вы уже смирились с тем, что нет партнера в вашей жизни и не хотите предпринимать никаких действий, да? Но нужно здесь все-таки приложить усилия, потому что без усилий по этой карте ничего не получается. Именно ваш личный какой-то первый шаг, первый ход. Теперь для тех, кто в паре. Карта умеренности. Ну вот то, что мы уже говорили, да, нужно соблюдать равновесие такое и больше заниматься обучением, общаться с теми людьми, которые далеко от вас, и стараться, вот, чтобы все мирно было в отношениях. Для тех, кто в ссоре, девятка мечей. Карта говорит о том, что вы слишком сильно переживаете, слишком беспокоитесь. И, знаете, может быть, уже пора поставить все точки над «и». Да? Нужно созвониться, списаться, встретиться, может быть, и поговорить открыто. И уже по факту разговора вы решите, быть вам вместе или нет. То есть переживать и думать дальше об этом не имеет смысла. Нужно уже что-то сделать. Работа для тех, кто в субботу работает или ищет работу. Король мечей. Замечательная карта, когда, может быть, вы встретите помощь со стороны другого человека. Или, может быть, у вас собеседование назначено на субботу, и вот эта карта вашего будущего руководителя. Человек очень разумный и человек очень компетентный в своей области, скорее всего, у вас здесь все получается, если вот есть такой шанс. Да? Тут как раз вот подписание даже, может быть, документов, бумаг уже каких-то, может быть. Либо вы сами в этот день можете найти какую-то информацию, когда поймете, вот это как раз то место, где я хочу быть. И, возможно, уже какие-то действия предпримете. А может быть, будете ждать выходных, когда уже это сможете осуществить. Но в любом случае здесь у вас ситуация, когда вы должны все равно активно действовать, искать информацию, делиться информацией о себе, может быть, в каких-то группах проявляться, да, и говорить, что вам нужна работа, какого типа работы и так далее. И вот в каких-то сообществах, в каких-то группах вы можете как раз найти то, что вам нужно, то, что вы ищете. Для тех, у кого уже есть работа, туз мечей. Тоже что-то новое у вас здесь, знаете, или будет желание поменять работу или предложение, или, может быть, какой-то источник дохода новый у вас появится, или новый проект. Вот, знаете, у вас есть возможность что-то изменить в том положении, в котором вы сейчас находитесь, к лучшему, конечно же, решить какой-то вопрос, который долгое время не решался, поговорить с теми людьми, с которыми нужно, получить, может быть, какой-то проект, о котором вы мечтали. Ну, в общем, очень хороший день для того, чтобы действовать активно, на что-то решиться, что-то лишнее в своей жизни убрать. Замечательные карты. Может быть, здесь какая-то сделка, да, оформление какого-то договора будет. Может быть, даже новая работа уже. Шанс для новой работы. И давайте посмотрим, что ждет тех, у кого свое дело. Четверка чаш. Но здесь рекомендация расслабиться и отдохнуть, сделать себе выходной, побыть с семьей и, может быть, даже выспаться как следует. Да? То есть провести день так, чтобы было хорошо, приятно и чтобы вы расслабились. Все-таки это не для работы день. Но если же вы все-таки работаете, то по четверке чаш здесь ситуация каких-то комфортных сделок. Вообще вам комфортно общаться с другими людьми, и все у вас здесь, в принципе, будет идти своим чередом.
может быть даже какое-то предложение, да, может быть даже какой-то новый клиент, какой-то дополнительный заработок, может быть. Все, в принципе, приятно, благополучно. Для тех, кто на зарплате, да, что здесь? Рыцарь жезлов. Ну, скорее всего, неожиданно какие-то деньги придут, и также быстро вы можете их и потратить. Ну, с большим удовольствием эти деньги приносят вам сегодня радость. Для тех, кто своим делом зарабатывает, четверка жезлов. Но здесь ситуация, когда вы тратите деньги на какие-то свои желания, на праздники, на близких людей, на какие-то торжества. Здоровье в этот день. Шестерка мечей. Но по шестерке мечей наше здоровье зависит, во-первых, от того, насколько активно мы двигаемся, насколько мы хорошо общаемся с теми людьми, с которыми мы рядом. И здесь также ситуация может быть с какими-то новыми впечатлениями. Да. Наше здоровье также зависит от того, есть с кем нам разделить этот день или нет. То есть вот желательно общаться, разговаривать, какие-то контакты создавать, вместе куда-то пойти поехать. Вот это очень укрепит ваше здоровье, потому что в данном случае оно зависит вот от впечатлений, от того, насколько вы подвижны. Если же была какая-то болезнь, то здесь будет улучшение. Может быть, какая-то информация подходящая, нужная придет для того, чтобы вы исцелились. И итог дня. Выпадает карта Иерофант. Очень хорошая карта, которая говорит о том, что какие-то изменения произойдут сегодня в течение дня. Может быть, это будет помощь от какого-то человека. Может быть, вы найдете то, что искали, найдете, может быть, свой путь, работу, поймете, как вам по-новому зарабатывать. Для кого-то встреча с новым человеком, может быть, освобождение от чего-то лишнего. Да? В общем, какой-то ключ у вас к новой жизни открывает этот день, дает ключ к новой жизни, и у вас есть такое ощущение уверенности, что все теперь будет хорошо. Может быть, здесь семья собралась вся за одним столом, да, и вы обсуждаете какие-то важные вопросы, которые каждого члена семьи касаются. Друзья, всем желаю замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!